Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, огромное вам всем спасибо за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки сложная и звучит она так. Осторожно, ретроградный Меркурий. Этот период у нас начнется с 14 января и продлится до 4 февраля. Давайте посмотрим, что ждет вас в этот период, что вам следует делать, а чего следует избегать. И как этот период повлияет на вашу жизнь, на вашу, возможно, даже и судьбу. Если тема интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и, пожалуйста, загадайте на себя. Так и спросите, чего ждать от ретроградного Меркурия. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками. Пусть дадут нам знать то, чего мы желаем, и то, что от нас сейчас скрыто. Так, интересно, очень интересно. Послушайте, период идет достаточно неспокойный. Но здесь, если вы будете соблюдать некие правила, либо придерживаться, хотя бы придерживаться, да, не соблюдать, придерживаться, вы сможете очень конкретно прокачаться и продвинуться в вашей жизни, в вашей судьбе. Давайте я начну с того, чего не следует делать в этот период. Во-первых, по цветочку, да, вот он у вас вышел цветочек, причем смотрите, как продолжение у него, цепочка идет, да, листики у него там вниз опущены. Вам не следует в этот период с 14 января по 4 февраля начинать новых дел. Это будет сложно. Это будет через препятствия, через «не могу», через перепоны. Будете встречать сопротивление. Новые дела, новые проекты, какие-то новые начинания лучше отложить. Да, вы можете, и понятно, что жизнь, она такая сложная, есть всякие разные обстоятельства, но тогда будьте готовы к тому, что придется работать в 2, 3, а то и в 5 раз больше. Смотрите, настроение у людей не очень, скажем так. Да, на всех давит эта ситуация, всем сейчас нелегко, а люди даже могут из каких-то своих внутренних, да, качеств либо убеждений делать вам препятствия. Также энергетика достаточно тягучая, да, она не ручейком, да, льется, а вот прям как тянется, да, вот как слайм. Если знаете, детские вот игрушки слаймы, они вот вроде как растягиваются, потом раз назад схлопываются. Вот такая происходит ситуация. Новых дел, новых начинаний, новых отношений, будь то любовь, будь то бизнес-отношения, лучше не начинать. Попридержите это время, да, для того, чтобы заняться тем, что у вас за спиной. Повернитесь назад, посмотрите на то, чего не доделали. То, что начали и оставили. Часто так бывает, люди начинают какое-то дело, что-то где-то там отвлеклись и оставили до лучших времен. Вот сейчас самое лучшее время для того, чтобы сделать, закончить, завершить то, что вы начинали в прошлом. Прекрасно пойдут вопросы, связанные с документами, связанные с какими-то конфликтами. Здесь очень важно для того, чтобы успешно все это закончить, обращать внимание на детали, на мелкие буквы, слова отдельные, может быть, какие-то даже взгляды. Потому что у вас слишком много вот таких вот мелких фрагментов. И все это говорит о том, что вы должны быть максимально скрупулезным человеком. Как в отношении, так и в делах. На работе у многих возможно наработка себе прогресса. Смотрите, когда вот этот период вы должны будете
кропотливо поработать, потрудиться и показать своему руководителю непосредственному, либо вышестоящему, что вы человек серьезный, вы человек профессиональный, и вы обладаете и знанием, и способностью, и возможностью для того, чтобы расти. У многих вот этот период, он, знаете, каким будет? Суетливым, беспокойным, придется много, вот действительно много и тяжело работать придется, но результат будет прекрасным. Вы выйдете из ретроградного Меркурия с победой. Да, она достанется вам нелегко. И да, вы устанете за этот период. Но потом вы будете наслаждаться результатами. Я вижу у вас вот прям, знаете, как вот вьется, да, вот вьется у вас тут одно дело в другое, одно из другого вытекает. У вас прям все тут запутано. Вы видите? Очень много придется узелков, каких-то, может быть, даже катышков, да, разобрать, перебрать, почистить. Займитесь этим. Новые дела, новые начинания оставьте до 5 февраля. Пусть будет так. Вам спешить некуда. Еще раз говорю, если вы начинаете сейчас, беретесь за новое дело, то, скорее всего, все равно, вот даже не то чтобы результат, а вот ощущение, да, что вот да, я делаю, у меня получается, придет лишь только в следующем месяце. Смотрите, еще что хочу посоветовать. Ни в коем случае не конфликтовать, особенно в семье, особенно с близкими людьми. Все конфликты, которые будут происходить, они будут усугубляться и усиливаться, понимаете? То есть даже какой-то кривой взгляд, либо какое-то слово не в той интонации может стать искрой, которая распалит огромнейший костер, пожар и со всеми вытекающими, понимаете? Поэтому все понимаю, все бывает, сама достаточно нервный человек, но постарайтесь вот прям рот на замок, да, вот прям терпите, все, молчите, пообещайте себе. И если кто-то вас будет провоцировать, ну, здесь самое лучшее — это закрыть уши, развернуться и просто отойти от этого человека. Здесь будут провокации, потому что Меркурий давит на людей, и люди становятся, знаете, вот прям уставшими, раздраженными, ну, как бы, да, это тяжело. Небесные тела, они очень сильно влияют на нас. К сожалению, наука почему-то этим не занимается, но люди чувствуют на себе и думают, да, а почему так происходит? А почему вот так тяжело стало? Почему меня все раздражает? Почему меня все бесит? Почему мои, там, например, мое окружение, да, все такие вот какие-то угрюмые, озлобленные стали? Это время непростое. Займитесь собой. Наведите порядок в своей жизни. Наведите порядок в своем доме. Наведите порядок в своем окружении. Поверьте, это будет максимально полезно для вас. Если вы действительно озаботитесь чистотой своего окружения и внутреннего, внешнего состояния, результат будет просто превосходный. У многих вот этот период, он будет сродни перерождению. Я вижу, что у кого-то, вот кто зашел на мою отсыпочку, очень глубокая и очень такая в разрезе времени, по времени очень долгая, да, трансформация происходила. Здесь человек, ну тут уже, да, прям по самое не хочу, набрался всего, и опыта, и проблем, и каких-то тяжестей. Но сердце не ожесточилось, нет, вы просто устали. Здесь вам нужно открыть второе дыхание, доработать все то, что еще осталось. А я вижу, что здесь много чего осталось. Даже вот в мелочах. Постарайтесь не упустить ничего. Все, что у вас там хвостом таким огромным наросло, все это проработайте. Все свои проблемы, все свои вопросы, дела. Добейте до конца, вот только в таком ключе. Уделите это время именно проработке вот всех хвостов и всего того, что вы оставляли. Также, мои дорогие, уделяйте время детям и пожилым. Дети, пожилые люди особо тяжело переносят это время, потому что, ну, у одних энергетики недостаточно вырабатываются, а у других она слишком быстро расходуется. Поэтому очень важно быть как можно ближе, быть всегда наготове, начеку и понимать, что я
нужна, либо нужен моим близким, тем, кто не может позаботиться о себе, скажем так. Еще важный момент – дороги. Здесь дороги выходят, дорог очень много. У кого-то пешие, кто-то, может быть, на личном транспорте будет очень много ездить. Значит, на дорогах то же самое. Вы можете видеть агрессию, вы можете сами агрессировать. Здесь также нужно максимально себя держать в руках. Особенно вот в раздраженном состоянии не садитесь за руль. Либо в раздраженном состоянии лучше, скажем так, избегайте публичных общественных мест, в транспорте особенно, потому что могут быть действительно какие-то прям глупые конфликты на ровном месте, но при этом достаточно болезненные, понимаете? Здесь все в напряжении. Так, для тех, кто у меня занят каким-то делом, которое связано постоянно, вы куда-то ездите, что-то возите, привозите к вам, может быть, кто-то привозит, вы там распределяете. То есть какая-то работа связана, кстати, это может быть и документы, то есть большой объем работы связанный либо с предметами много, либо с документами. Здесь очень большие вероятности ошибок. Ошибок как ваших, так и других людей. Прям, знаете, вы должны полностью концентрироваться на документах, либо на счете, либо на той работе, которую вы выполняете. Здесь очень важно, прям каждый, я не знаю, каждую штучку эту пересмотреть, пересчитать, либо каждый документе, каждую буковку проверить, чтобы не было проблем. И как я вам говорила, благодаря этому кропотливому труду, может быть удвоенному, утроенному с вашей стороны, вы можете своему начальнику, либо руководителю доказать, что вы специалист просто экстра класса. И у вас благодаря этой ситуации идет подвижка. Кто у меня будет получать приглашения, связанные с новой работой, собеседование, интервью? Здесь, мои милые, на собеседование ходить можно, а принимать, либо выходить на новую работу я вам не рекомендую. Да, вы можете выйти, но все пойдет как-то не так, не по плану, не так, как хотелось бы, либо не так, как могло бы быть. Здесь лучше либо отложить по возможности. Понятно, что работа это очень важно, и человек, если без работы, очень в ней нуждается, готов бежать по первому зову. Но здесь, пожалуйста, именно постарайтесь протянуть это время, либо придумайте что-нибудь, чтобы вы вышли, например, немножечко попозже, чем этот период. Дотяните до 4 февраля. Тогда будет все хорошо. Еще важный момент касается каких-то путешествий, наверное, либо очень дальних поездок. Значит, я у вас их не вижу. И против судьбы лучше не идите. Потому что у кого-то прям чемодан собран, либо сумки собраны. Кто-то уже на пару готов выезжать, прям сейчас выезжать. Возможно, какие-то переносы дат, сроков, билетов, не знаю, поломки. Какие-то такие мелкие неприятности, которые, грубо говоря, тут судьба вас немножечко блокирует, чтобы вы лишних проблем себе по жизни не наживали. Отнеситесь с пониманием. И действительно лучше перетерпите, переждите, скорректируйте свои планы. Это будет лучше и для вас, и для того дела, либо для той ситуации, которую вы себе надумали, напланировали. Время непростое. Мои милые, его нужно пережить, а по-другому никак. Займитесь своим прошлым, теми вещами, делами, которые вы давно начали, но не закончили. Не начинайте ничего нового. И, конечно же, сосредоточьтесь на деталях. И будет все замечательно. Этот период пролетит очень-очень быстро. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.